9 лет в ожидании пандуса. Инвалид-колясочник Тамара Раскатова годами не может выйти из дома. Все это время на мир она любуется через окно на кухне. Но сегодня, благодаря нашему телеканалу, мечта женщины осуществилась. Мы уже рассказывали о ее судьбе. И после выхода материала нашлись неравнодушные уфимцы, которые помогли Тамаре Мефодиевне увидеть город, по которому она не гуляла четверть века, с тех пор, как села в инвалидное кресло. Азаз Андреев составил компанию. За порог собственной квартиры Тамара Раскатова не переступала с тех пор, как грузчики прямо в инвалидном кресле перевезли ее сюда из аварийного дома. Долгих 9 лет она могла лишь наблюдать за сменой сезонов за окном. Причину с иронией указала на аватарке у себя в социальных сетях. Не дожидаясь строительства пандуса, неравнодушные уфимцы решили, что этот день не должен остаться без добрых дел, и вынесли женщину на улицу буквально на руках. Куда бы хотели поехать сегодня? По городу просто проехать. Посмотреть город немножко. Дел много, конечно, но за всеми делами не успеешь. Совпадение или нет, но в этот же день у подъезда собралась и районная комиссия, которая в очередной раз попыталась найти выход из ситуации. Здесь изначально данный человек заселился в тот дом, в который не был предусмотрен пандус. Осторожно. Здесь вот только выключить не забудьте. Получить ответ на вопрос, почему инвалида-колясочника изначально переселили в необорудованный пандусами дом, нам не удалось. Городские власти на собрание не приехали. А долгожданное путешествие Тамары Раскатовой началось с поликлиники. Полноценное обследование женщина не проходила 25 лет. Сделать вдох, не дышать. После видеоролика, который опубликовал у себя в соцсетях блогер Рустам Набиев, все инвалиды-колясочники проходят обследование не в филиале, а только в основном корпусе 46-й поликлиники. И надо отметить, что тут для них созданы все условия. Пандусы, лифты, указатели. Помощь понадобилась лишь, чтобы перенести Тамару Мефодиевну с кресла на кушетку. Рентген, УЗИ, консультации хирурга, офтальмолога и других узких специалистов. Пережитые эмоции сказались на давлении. Давление 140 на 80. Препараты принимаете? Врачи поликлиники по возможности проводят обследование инвалидов на дому, но полная диагностика при этом невозможна. Серьезные процедуры делаются только на профессиональном оборудовании. За 25 лет первый раз обследование такое сделала. Лифты хорошие, просторные, пандус хороший. Дома вам такой, да? Да? Если бы дома был такой, возможно, сама бы самостоятельно смогла проехать. Социальное такси для колясочников мы не нашли. В городе его попросту не оказалось. Водителем согласился стать давний друг Тамары Раскатовой Владимир Маргамов. Кстати, сам инвалид первой группы. На переоборудованном универсале мчим по городу. Тамара Мефодиевна с удивлением рассматривает улицы, по которым не гуляла уже очень давно. Вместо конгресс-холла Торатау она еще помнит овраг и лесной массив. Удивлению нет предела. А наш водитель тем временем открывает глаза на то, что здоровый человек даже не заметит. Вот представьте, я вот поднимаюсь, рука проскользнула, меня развернулся, за что хвататься? Я полетел кубарем или под машину задел, там, не дай бог, или просто упал. На любом пандусе поручни должны быть. Дочка и внук Тамары Раскатовой сегодня смогли наконец погулять и пофотографироваться с ней на улице. Однако даже несмотря на такой счастливый в их жизни день, в глазах женщины читалась грусть. То ли от того, что прогулка скоро закончится, то ли от того, что ее проблемы не закончатся никогда. То, к чему одни привыкли и даже не замечают, для других порой дороже материальных благ. Ароматы цветов, травы, зелени. Не хватало, наверное, всего этого, да? Конечно. Дома одни и те же определенные запахи.